Прошу всех встать. Оглашается резолютивная часть решения Конституционного суда по делу о проверке именем Кыргызской Республики, по делу о проверке конституционности статей 218 и 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановление правительства Кыргызской Республики о перечне производств, работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин от 24 марта 2000 года номер 158 в связи с обращением Осмоналиевой Айнуры Мусаевны в интересах Тусучевой Ханаки Азимджановны. 22 ноября 2023 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Сконбаева, судьи Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джулдошевой, Хасмалиева, Кадырбаева, Шашналиева, пресс-секретаря Талайбековой с участием обращающейся стороны Осмоналиевой Айнуры Мусаевны, представляющей интересы Тусучевой Ханаки Азимджановны, стороны ответчика Сыранова Самата Хаштобековича, постоянного представителя Джогор Кенеша в Конституционном суде, Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, третьих лиц Кулназарова Руслана Арстановича, представителя Министерства юстиции по доверенности, Кемеловой Асель Душембековны, Сыргабаевой Мунары Эстебесовны, представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции, Тыныбекова Догдурбая Карымшаковича, представителя Федерации профсоюзов Кыргызстана, руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности статей 218 и 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановления правительства о перечне производств, работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин от 24 марта 2000 года номер 158. Поводом к рассмотрению данного дела явилось ходатайство Осмоналиева в интересах Тусучевой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции оспариваемые нормы. Заслушав информацию судьи докладчика Кадырбаева, проводившего подготовку дела к судебному заседанию, исследовав представленные материалы, выслушав мнение сторон и третьих лиц, руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52 и 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил: первое. Признать статьи 218 и 303 Трудового кодекса Кыргызской Республики, постановление правительства Кыргызской Республики о перечне производств, работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, не противоречащими частям 3-4 статьи 23, частям 1-2 статьи 24, части 1 статьи 42, статье 55, частям 1-2 статьи 56 Конституции Кыргызской Республики. Второе. Кабинету министров Кыргызской Республики обеспечить на систематической основе обоснованность наличия видов производств, работ, профессий и должностей в перечне производств, работ, профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, утвержденным постановлением правительства Кыргызской Республики от 24 марта 2000 года номер 158. Третье. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Пятое. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и в Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Я полагаю, решение не нуждается в комментариях. Решение понятно всем сторонам, да? Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.